7 мая 1919 года при административном отделе Московского совета рабочих, крестьянских и краснознаменных депутатов были созданы бюро принудительных работ. С тех пор в современной истории России стали применяться альтернативные лишения свободы наказания, и это поистине важное событие для отечественной пенитенциарной системы. Конечно, сегодня многое изменилось. Наказания без лишения свободы стали разнообразнее, а практика их применения гораздо шире. Более 70% от общего количества судебных решений по уголовным делам связаны с применением наказания, не связанных с изоляцией от общества. Основная задача уголовно-исполнительной инспекции является исполнение наказаний без изоляции от общества. На сегодняшний день мы исполняем наказания в отношении 4 видов уголовных наказаний. Это обязательные работы, исправительные работы, ограничение свободы, запрет занимать определенную должность, либо заниматься определенной деятельностью. Кроме этого, на инспекцию возложены обязанности по контролю за мерами уголовно-правового характера. Это условное осуждение, условно-досрочное осуждение, отсрочка отбывания наказания. Также в наши обязанности входит контроль за осужденными, признанными больными наркоманиями, о прохождении ими курса лечения от наркомании, либо медицинской и социальной реабилитации. Кроме этого, в задачи уголовно-исполнительной инспекции входит контроль за лицами, в отношении которых судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, либо залога, либо запрета определенных действий. Как ранее в рубрике «Прогулка» нам сообщила начальник уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Якутии Варвара Амосова, за последний год по учетам ведомства прошло около 10 тысяч человек. При этом сохраняется тенденция к увеличению их количества. На сотрудниках учреждений, исполняющих альтернативные наказания, лежит большая ответственность за судьбу человека. И порой только благодаря их работе в сотрудничестве с органами профилактики правонарушений осужденные исправляются и не попадают в места лишения свободы. Я условно осужденный, схожу отмечаться в уголовно-исполнительную инспекцию. Меня осудили на 4 года, условно, с обязательным сроком на 3 года. Раз в месяц я прихожу отмечаться, рассказываю им про свою жизнь, они со мной проводят беседу, спрашивают, как я живу, чем занимаюсь, что у меня нового. Непринужденная беседа о жизни. Мне еще примерно 2 года. Но если у меня будет все хорошо, я не должен нарушать установленные порядки, административных правонарушений не должно быть, тогда я от начала срока, через 1,5 года, могу написать условно-досрочное освобождение. Сотрудники инспекции не только исполняют приговоры суда, они ведут приемы, организовывают воспитательные мероприятия, оказывают помощь в социальной адаптации. Вам нужно вот из этих карточек выбрать одного ребенка, который вам понравится больше всего. С осужденными также работают ведомственные психологи. В специально оборудованных помещениях на добровольной основе проводятся индивидуальные беседы и тренинги. В основном у людей бывает очень низкая самооценка. Это все зависит от воспитания, все идет от детства, в какой семье ребенок вырос и во взрослой жизни как адаптируется человек. Уровень адаптации мы смотрим. С человеком работать легче с помощью каких-то игр. Он раскрывается, и он про барьеры какие-то забывает. Сегодняшнее занятие мы проводили с помощью метафорических карт, где карты снимают барьер какой-то. Это расширение внутренних границ личности. С помощью этих карт они погружаются в свое бессознательное. Учить я хожу уже 3-й год пошел. Срок у меня был реальный. И психологически эти занятия очень сильно помогают, потому что когда ты находишься в заперти, родных нету рядом, ты просто понимаешь, что тяжело возобновить жизнь на свободе. И психологические занятия очень помогают. В системе наблюдения за осужденными применяются и достижения современных технологий. Большинству обывателей они знакомы только по голливудским фильмам. В практику исполнения наказаний в последние годы внедрено использование технических средств надзора. Например, за лицами, находящимися под домашним арестом. Для контроля за ними применяется система электронного мониторинга подконтрольных лиц Сэмпл. Сэмпл – это стационарное устройство, позволяющее контролировать местонахождение подучетных лиц дома, и контрольное устройство, позволяющее отслеживать передвижение человека, когда он выходит из дома.
В инспекциях для этого устанавливается стационарный пульт мониторинга. Система электронного мониторинга также может применяться для контроля за лицами, находящимися под запретом определенных действий или залогом. Стационарное контрольное устройство посредством интернета передает данные со спутника на пульт мониторинга, где отображается выход подучетных лиц, например, на судебное заседание, на следственные действия, или же нарушения, когда человек самовольно покидает место исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста. При попытке снятия, вскрытия показывает на мониторинге, появляется тревожное сообщение о нарушении или вскрытии данного браслета. Электронные браслеты доказали свою эффективность. Они позволяют своевременно выявлять нарушения со стороны подконтрольных лиц и принимать меры реагирования. Кроме этого, сотрудники регулярно ездят на проверку своих подопечных. Большое внимание уделяется вопросам трудоустройства. Это является основой получения профессионального опыта и специализации в целом. К нам направляются осужденные. В настоящее время у нас работает один человек, дворником, в основном дворником принимаем, но желающие, если специальность позволяет, сантехниками оформляем. Если есть желание, отрабатывают полный срок и как бы уходят. По желанию остаются. Так у нас остались 2 женщины, которые отработали, и в настоящее время они работают и по профессии, как бы мы их даже диспетчер и высшая должность она сейчас занимает. То есть карьерный рост. Карьерный, да, возможно, если отрабатывает без всяких нареканий в адрес работы. У нас как-то возник вопрос со сложностями кадров. Узнали, что есть такие мероприятия, мы обратились, и уже по истечению, наверное, 3-4 лет вот к нам ежегодно, как бы еженедельно, ежемесячно направляются. Сложности возникают только с теми, кто не хочет отрабатывать. Те либо приходят и уходят сразу. Кто хочет отработать, с теми сложностей нету, они остаются и работают у нас. Те, кто ведет себя хорошо, так и продолжают находиться под наблюдением. Те же, кто нарушают правила, могут попасть под дополнительные ограничительные меры, например, в колонию поселения. Совершил я кражу в 2018 году. Статья 158, часть 2. Попадался неоднократно. Было 3 условных срока, 3 суда отдельных. Начались отметки. Поначалу ходил, все было нормально. Потом как-то подзабил я на это чуть-чуть. 1 раз не пришел, мне продлили на месяц. 2 раз не пришел, еще на месяц. На 3-й раз уже 3 месяца продлили. По сравнению с тем, что было, там 3 мне, видимо, было мало. Еще 2 уголовных дела на меня завели. По той же самой статье 158, часть 2. Ну и 4-й раз я не пришел на отметку условного, и мне сделали отмену условного. Направили документы в суд. В 2020 году меня в марте осудили, дали 2 года колонии поселения. Те 2 уголовных заведенных на меня здесь уже воспроизвели и добавили здесь еще 1,5. Сейчас общий срок 3,5 года. Сколько ты уже здесь? 1 год и 7. 2 года осталось. Да, еще 2 года осталось до звонка. А условного срока сколько было? Условного срока 3 года 1 месяц. Ну как тебе кажется, что лучше отмечаться или, собственно, здесь находиться? Условия расскажи. Конечно, лучше отмечаться. Там я на воле был бы с семьей, с женой, детьми. А здесь, это тюрьма, одним словом. Тут многое описывать не надо. Здравствуйте, меня зовут Яна, мне 29 лет. Я сюда попала по отмене условного срока. Статья 159, часть 2. 2 условных срока. По этой статье было. Мы одновременно суды шли. На 2 производства были разделены. И статья 166, часть 1. А это что? Угон без цели хищения. Ага, и мошенничество. Да, и мошенничество 159, часть 2. Я сама с города Якутска. Мама, брат, сестра есть. Замужем. Имеется 3-летняя дочка. Вот расскажите, пожалуйста, как родные отреагировали на то, что у вас все-таки поменяли условные на колонию поселения? Если честно, дальше они про условный срок они были не в курсе. Знала только мама. А как муж отнесся, как дочь?
Но дочь, она еще не понимает, она думает, что я в больнице, она приходит на свидание, думает, что я в больнице лежу. Ну, у мужа, конечно, шок. Когда вы совершали эти действия, что вас подвигло? Нехватка денег? Да, наверное, семейные обстоятельства. Больше всего повлияли. Год я отмечалась. Зимой 21 года 3 административных правонарушения. Протоколы были составлены, когда гуляла. И 9 марта я пошла на отметку. А какие административные? Это что это? Ну, попадала в отдел полиции. И после этого произошел суд и условное наказание? Да, условный срок. Ну, у меня 4,5 года. В колонии поселения я заново буду. Весь 4,5 года сидеть. А давно уже здесь? Нет, завтра будет 4 недели. Ага. Ну расскажите, пожалуйста, как отличаются условия от того, что чем вы занимались как бы на условном и тем, что здесь? Ну, на условном, конечно, это хорошо. Здесь я вообще в первые 2-3 дня было как-то интересно. Потом приходит осознание, у меня были истерики уже. Ну, где-то более-менее сейчас я уже привыкаю, потому что у меня сейчас выездная работа в город. Все равно, стремишься, чтобы выйти побыстрее, потому что срок у меня большой. Нужно постоянно участвовать везде. Культурные мероприятия, поощрения, чтобы были выезды в город, встречаться с семьей. В основном, благодаря комплексу проводимых профилактических мероприятий, подучетные лица раскаиваются в содеянном, стремятся добросовестно соблюдать установленные судом запреты. Мне срок дали за распространение наркотических средств. Срок мне дали 11 лет. 5 лет я отбыла в колонии, и меня освободили по 82 статье, это до достижения ребенком 14 лет. Если какие-то будут проблемы или какие-то нет, меня могут отправить обратно для отбывания срока. Ну, как бы там ничего нет хорошего, поэтому очень хочется остаться здесь. Ну, поскольку я веду законопослушный образ жизни, я думаю, что остаток судимости мне все-таки снимут. В декабре мы идем с моим инспектором на судебное, так скажем, разбирательство, чтобы дальше решать мою дальнейшую судьбу. Что можете посоветовать тем, кто у вас вступился? Там делать нечего. Лучше все-таки хотите вести законопослушный образ жизни. Потому что там лучше хотя бы сюда ходить изучаться, по крайней мере, я дома с ребенком, помогаю маме. А так, это страшно. И отметки не пропускать, потому что каждый пропуск отметки, каждая, не знаю, недоговорка чего-то, где-то какой-то косяк, и до свидания. Расскажи немножко об общих условиях. Все-таки это колония поселения, а не прям такое заключение, как здесь у вас? Помягче будет, чем на общем. Так же самое, подъем в 6 утра, зарядка, завтрак, обед. Это обычный распорядок дня. А ты где-то работаешь? Да, я устроен на ИП, на пилораме, разнорабочий. Ага. А как это происходило? Как устройство на работу происходило? Были ли у тебя какие-то профессии специальные, навыки, чтобы или здесь обучили? Как это вообще? Это здесь у меня корочка столяра есть. Это резчик по дереву. А там я просто как разнорабочий сортировщик доски. А есть ли возможность как-то, сколько денег ты получаешь, или они сразу уходят там счет погашения чего-нибудь или как? Исков у меня нету, здесь за коммунальные. Все, учитывается, это еда, свет, вода и остальное дают на руки. А сколько примерно, если не секрет, получаешь? Если не секрет, в районе 10. На прожитых хватает. А домой отпускают? Как? Да, в виде меры поощрения. Если хорошо себя ведешь, могут отпустить домой. Повидаться с семьей, детьми, увидеться со всеми. Зачем ты совершал эти кражи? Какая-то рефлексия происходит у тебя? Что ты думаешь об этом? Рефлексия. Можно сказать, это экстрим, как азарт какой-то. Играет в теле. Чего-то не хватает, и ты со своими друзьями, бывшими даже, можно сказать, уголовниками, идешь и совершаешь. А так, ничем не горжусь и очень сильно сожалею об этом. У меня сейчас ребенок растет без отца.
Дочка вот в школу пошла, я даже на 1 сентября не пришел. Я осужден по статье, часть 2, статья 228, незаконное приобретение, хранение наркотических средств. В общем, дело произошло так. У меня были друзья. Друзья эти в один момент обратились ко мне, попросили зарегистрироваться на одном небезызвестном сайте. Там регистрация очень тяжелая, как бы не все могут. Попросили, я зарегистрировал их, они попросили совершить меня первую покупку, показать, как это делается. В итоге я покупку совершил, передал им данные, они съездили, как бы вроде все утихло нормально. Проходит месяц, они просят меня опять, видимо, ничего не запомнили. Я им второй раз помог, опять же приобрел, отдал данные, они поехали, и тут через пару дней ко мне приезжают правоохранительные органы в связи с тем, что их поймали, при том, когда они поехали забирать закладку. И они сказали правоохранительным органам, что я им продал. То есть не помог, не это, а чуть ли не я сбыл им наркотические средства. В итоге, через определенный период времени меня осудили. Как поменялась моя жизнь? Жизнь, да, в целом она изменилась, потому что я перестал контактировать с всякого рода подозрительными личностями, больше стал уделять времени себе, то есть смотреть на себя со стороны, заниматься собой, здоровый образ жизни. Работа неплохая. А в целом жизнь продолжается. Где вы сейчас работаете? Это по вашему профилю, есть ли какой-то образование? Нет, я работала в медпункте очень много лет. Потом после условного срока была бригадиром по ремонту аварийных домов. Сейчас я работаю рабочей на складе продуктов. Привыкается, конечно, здесь. Более-менее я сейчас, я в первые дни вообще была неадекватная. Сейчас уже более-менее стал спокойней, подъем в 6 утра, зарядка. Скажите, пожалуйста, вы упомянули культурно-массовые мероприятия, а что это? У нас 1 сентября было, там сделать стенды, участвовать в сценках, все вместе, кто отбывает наказание. Здесь нас обучают поварам, сейчас столяры-плотники учимся. Я записалась на повара, первое занятие прошло, и наши школьники тоже получают образование. Кто не окончил среднюю школу. Их называют школьники. Да, школьники. Что тем людям, которые оступились, получили условный срок, что вы можете им посоветовать и как себя вести? Особенно женщинам. Во-первых, когда я даже условно, я как-то думал, условный и условный, не пойду, погуляю, а там даже малейшее, не то, что именно преступление ты не должен совершать, а ходить на отметки, во-первых, трудоустроиться, потому что тебе суд дает шанс на вольной жизни найти работу, адаптироваться, осознать всю вину. Но если этот шанс ты упустил, у меня знакомая сейчас с 4 детьми в общем режим уехала. Мне дали один такой шанс прийти самостоятельно в колонию поселения. А с общего режима, говорят, очень трудно выйти вообще. И с моей статьей тоже вообще, чтобы сюда попал. Конечно, сейчас я буду только двигаться, чтобы быстрее отсюда выйти. У меня мама очень сильно переживает. 4 недели, суббота, воскресенье сразу приходит, с утра до вечера. С работы прихожу, сразу звоню, утром просыпаюсь, звоню.